Если хочешь, чтобы Аллах простил твои большие грехи, ты должен искренне сделать таубу, покаяние от сердца. Взывать к Аллаху, прося о прощении. Ты должен сожалеть о грехе, которого ты совершил. У тебя должно быть искреннее, чистое намерение, что ты никогда не вернешься к этому греху. Тот, кто сделал искреннее покаяние, кем бы он ни был, если даже человек совершил ширк, многобожие, несмотря на это, если он искренне покаялся, Аллах простит его. Также у покаяния есть свои условия, которые должны соблюдаться. Всевышний Аллах говорит в Коране: скажи: «О рабы мои, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь милости Аллаха. Какой бы грех вы ни совершили, каким бы большим ни был этот грех, не отчаивайтесь милости Аллаха». Обращается к нам Аллах. Поистине, Аллах прощает грехи полностью. Ведь поистине Он прощающий, милосердный. Милость Аллаха велика, она безгранична. Мы должны делать покаяние и взывать к Аллаху, делая искреннее дуа, чтобы Всевышний простил нас. Те, кто делал тафсир этому аяту, все пришли к единому мнению, что рабы, о которых упомянуты в этом аяте, это те, которые совершают таубу. Передается в хадисе, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Покаявшийся искренне в грехе подобен тому, кто не совершил греха». То есть, грехи, которые ты совершил в прошлом, ты от них очищаешься, если совершишь искреннее покаяние за грехи. Также в другом хадисе говорится, тот же смысл: тот, кто покается искренне в своих грехах, похож на того, кто не совершал греха. Из-за того, что Аллах простил ему эти грехи, он чист от них. Всевышний Аллах говорит: «О те, которые уверовали, покайтесь от всех грехов и обратитесь к своему Господу. Если вы будете искренни в своем покаянии, то вы будете спасены. В судный день они будут спасены, и им будет дарована милость Аллаха». Обращается Аллах к своим рабам. Также часто спрашивают, какие условия и как надо делать таубу. Тебе надо уединиться, забыть про все мирское и обратиться ко Всевышнему. Взяв омовение, сделав намаз, ты искренне взываешь к Аллаху. Например: «О Аллах, я совершал грехи и навредил самому себе. О Аллах, с этого момента я сделаю все, чтобы больше не совершать эти грехи. Прости меня, я совершал их из-за своей слабости. О Аллах, я недоволен тем, что совершил, и каюсь перед Тобой. Я обманулся. Я совершал грехи из-за слабости и имана. С этого момента я буду остерегаться грехов. Я каюсь и искренне прошу Тебя простить меня. Поистине, Ты прощающий, милостивый. О Аллах, прими мое покаяние, ведь поистине Ты принимающий покаяние. Плакать, подняв руки, со слезами на глазах, просить у Аллаха — это и есть тауба, покаяние. Поэтому условие покаяния является первое. Это то, что ты должен сожалеть о тех грехах, которые ты совершал. Второе — то, что ты должен оставить эти грехи. Совершая тот или иной грех, потом совершать покаяние, не оставляя грех, этого недостаточно. Без принуждения, решившись сам, твердо, ты должен оставить этот грех. Также не из-за болезни. Если причиной греха являлось бы то, что будь ты здоров, ты совершил бы этот грех. Не из-за денег, не из-за состояния. Оставление греха должно быть из-за боязни перед Аллахом, повинуясь Ему искренне. И это является важным условием.